Это «7 дней плюс». Здравствуйте, в студии Светлана Кадырова. Крупнейшие республиканские проекты – это строительство индустриального парка «Синергия» в особой экономической зоне Алабуга, Вознесенский тракт в Казани, проект реконструкции цехов промышленных гигантов Нижнекамск Шины и Нижнекамск Нефтехим, проект реконструкции здания ТЮЗ на Островского, проект восстановления пещерного храма собора Казанской иконы Божьей Матери. Что их объединяет, спросите вы? Экспертное заключение отвечу я. И с удовольствием представлю гостя, чья организация фактически говорит «да» глобальным стройкам в Республике Татарстан. Сегодня у нас в гостях Рафар Межданурович Шакиров, директор госэкспертизы Республики Татарстан. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с поздравления вашему ведомству госэкспертизы Республики Татарстан. 35 лет, серьезный юбилей отметили 4 ноября, в День народного единства. Символично, мне кажется, очень. В принципе, история ведомства, конечно, началась сразу после Октябрьской революции. К разным ведомствам относились в подчинении. Но за все это время, в том числе и последние 35 лет, конечно, задача ведомства не менялась. Да? Это системная работа по контролю качества проектов и расходования средств в сфере строительства. То есть, фактически, работа госэкспертизы напрямую влияет как на безопасность жизни людей, эффективность капитальных вложений и развитие инфраструктуры республики. Что еще бы добавили и насколько вот сегодня действительно задача ведомства настолько глобальна? Вы знаете, добрый вечер еще раз. Работа ведомства, вы сказали, вот юбилей мы отметили, 35 лет исполнилось нашей организации. Это только республиканская организация. Вообще экспертиза была всегда. И приоритетом оставалось это правильное, в отсутствии информационного моделирования, это было правильное умение применить имеющиеся строительные материалы на рынке, их правильно сложить на бумаге в проектном решении, под них подвести экономическую базу и выпустить проект. Все в советские времена казалось бы просто, когда творчество проектировщика натыкалось на совершенную номенклатуру изделий, строительных материалов. Сегодня круг расширился, и сегодня полет фантазии. Творите, значит. Творите, да. Ищите, находите, комбинируйте, заказывайте индивидуальные изделия. И при этом это все должно быть безопасно. Вот я думаю, что в условиях рынка прибавление вот такого наличия, применения огромного, дополнительных материалов, которые могут быть применены в строительстве, которые создают комфорт, красоту, восприятие объекта. Вот исходя из этого задача экспертов усложнилась, Светлана. Интересно, сейчас почему-то пришел на ум фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром», то есть когда все города похожи друг на друга, и все объекты. Я понимаю, насколько творить сегодня гораздо интереснее. И вот эти ключевые проекты мы сегодня главные, глобальные перечислили. Но давайте вот с контроля качества проектов, потому что о безопасности мы сегодня, наверное, в первую очередь тоже говорим. В месяц это около 30 экспертных заключений. У вас с начала года 227. Я правильно понимаю, что фактически вот окончательное заключение госэкспертизы можно считать стартом стройки? Не разрезание красной ленточки, не закладка капсулы или камня, а именно ваше экспертное заключение. Светлана, да, действительно, наверное, наличие заключения дает руководству, если это государственный заказчик, дает руководству такой документ, по которому можно определить, когда начать строить, в какие деньги этот объект обходится, сколько он может быть, за какое время он может быть построен. Руководство после получения заключения экспертизы принимает окончательное решение о начале строительства этого объекта. Либо после даже получения экспертизы объект может быть направлен на повторную экспертизу, потому что есть какие-то моменты, заказчик либо плановые вносят изменения, и в том числе и в технических решениях, и каких-то архитектурных решениях. Поэтому первое слово, конечно, да. Одним из документов на получение разрешения на строительство является заключение госэкспертизы, потому что в проектную документацию, в заключении экспертизы зашиты все параметры земельного участка, геологии, археологии, и все, там как вот в истории болезно. Дорожная карта фактически, выстраивается? Да. Очень серьезное ведомство. Рафар Межданурович очень серьезное. В начале программы ты называл крупнейшие республиканские проекты. Это Вознесенский тракт, индустриальный парк «Синергия» в Алабуге, ТЮЗ, пещерный храм собора иконы Казанской Божьей Матери. Скажем так, вообще это исторические
проекты для Татарстана, современного, прошлого, будущего в том числе. Я не знаю, вот, это, наверное, как детям, все проекты, наверное, любите, но вот какие бы ваш топ-5 самых интересных, значимых проектов за 35-летнюю историю ведомства? Вы знаете, за 35 лет, наверное, мне сложно сказать. За весь, значит, жизненный цикл мой, и производственный, и профессиональный опыт, я всю жизнь сталкивался с экспертизой, но не так близко. И руководителем я стал буквально чуть больше года, значит, но зная мой опыт, поэтому руководство республики мне сюда как бы назначила, да, доверила высокую оценку, и раис нашей республики, и премьер-министр нашей республики совместно с министром вот доверили такое. Что же они ожидают? Они ожидали, что будет систематизирована работа и будут выстроены четкие, понятные стандарты. Кстати, наши стандарты немногим отличаются от общероссийских. В Татарстане строят быстро, качественно, очень надежно. То есть у вас в тот случай, когда быстро равно качественно? Да, именно так. Быстро и качественно. Другого как бы здесь, ну, не в ущерб качеству. Так вот, вы задали вопрос, что какие же объекты, вы знаете, вот даже за год и вообще работая первым заместителем директора главного заказчика Республики Татарстан в ГИСУ, для меня, ну, конечно, запомнились объекты. Это уникальнейший объект, это стадион наш, Акбарс-Арена, это мост Миллениум. Вот сейчас мы проектируем и проходим экспертизу параллельно, проектирование, экспертизу, это новый татарский драматический театр Березка Камала. Вы все знаете уже, Да, как это будет, а нам и так интересно. Да, это будет тоже уникальнейшее здание, непосредственно курирует работу раис республики. Ну и, конечно, из промышленных объектов это серьезнейшие объекты в зоне Алабуга, где все достаточно серьезно спрессовано и очень гибкое производство, которое подстраивается и под нужды нашей страны, и под нужды, значит, потенциальных инвесторов, которые заходят в нашу республику. Вот я бы отметил вот эти проекты. Я правильно понимаю, что вот когда мы говорим, что это исторический объект для республики, но вы в том числе пишете историю Татарстана? Ну, конечно, потому что когда поднимут разрешение на строительство, поднимут проектную документацию, естественно, поднимут заключение экспертизы. Вы знаете, заключение экспертизы, я часто, когда я пришел к нам работать, я сразу своим экспертам сказал, мы, коллеги, с вами, ну, примерно как врачи. Понимаете, пациент идет на врача, знает, что этот врач грамотный, знает, что он ему подскажет, назначение сделает правильно и как-то поправит его существующее. Считает дозировку. Совершенно верно, Светлана. Но поэтому вот когда мы объект какой-то раскладываем, сразу видно, что там записал эксперт, что он предусмотрел. Такие, да? Да, он все закладывает туда и описывает тот или иной сложный момент, как с ним поступить, что здесь нужно на стадии строительства, на что обратить внимание. Это все пишет эксперт. Главный эксперт проекта, под ним масса людей, более 2 десятков, которые воедино собирают весь этот проект. И потом проводит его защиту у нас на экспертном совете. После этого только появляется окончательное заключение. Ну, вы сейчас как врач с любовью к пациенту, каждому объекту. Да, и как врач, и как государственная поликлиника. И мы вообще за то, чтобы, когда к нам зашел объект, может быть, он как-то немножко нездоровый, но вышел, он уже совершенно причесанный. И самое главное, в рамках тех финансовых средств, которые государство определило для возведения этого объекта. Огромный объем был у госэкспертизы Республики Татарстан при подготовке к универсиаде 2013 года. Это была, мы, конечно, помним
это время, эпохальное время, да, это да, реконструкция да. исторических зданий, строительство, вот вы сейчас говорили, Акбарс-Арена, строительство масштабных спортивных объектов, реставрация Они, памятников кстати, культуры. уникальные, Светлана. Уникальные? Дело в том, что уникальные. Вы посмотрите наш ДВВС. Не каждый, наверное, обратит внимание. Это, Ну, по все сути федералы дела, ставят в пример, конечно. это волна, это деревянные конструкции в нем, а там сумасшедшие расчеты, сумасшедшие наш министр строительства, бывший министр строительства республики, он же министр строительства Российской Федерации, Юрий Конвалович. Это под его началом, они совместно с Рустамом Нургалеевичем все это вот как-то выносили все на руках, в умах, в головах. И это очень непросто. Когда объект уникальный, ведь, Светлана, Там стандартов очень сложно очень соблюсти сложно, стандарты, да. Смотрите, в свое время... Ведь, Светлана, я перебью. Нарисовать, запроектировать, пройти госэкспертизу, дальше выйти на стройплощадку и воплотить, это цепочка, одной цепи, и самое последнее, еще воплотить это все на земле нужными Кроме того, специалистами. чтобы реальность была у этого Конечно, уникального объекта. Конечно. И вот Республика этим потенциалом обладает. интересно, конечно, но вот снова возвращаясь к вашему, точнее, до этого Казань всегда говорил, посмотрите на здание цирка, да, это был некий уникальный объект 60-х, тут летающая тарелка и так далее. То есть сегодня у нас таких объектов гораздо больше. Конечно. И это дело ваших рук. Я Во думаю, многом нет, вашего ведомства. Ну, Светлана, в том мы числе, даем, то есть в работает, жизнь, да. мы говорим, что такая конструкция способна жить. Насколько Да. нужно иметь вот это огромное чувство ответственности и нести его, сказав «да», что такой объект реально не только придумать и воплотить. Но вот вы сегодня уже говорили слово «творчество». Мне всегда казалось, что такое? Ну, уж госэкспертиза – это не про творчество, да, это абсолютно жесткая система, стандарты. Но вот вы сказали про творчество. Сейчас говорить об уникальности объектов, про придумать, про нарисовать, про вот эту дорожную карту. Вот в чем творчество, как вы беретесь, где вы смелость находите, чтобы творить? Вы знаете, смелость, конечно, и смелость нужна, но чем сложнее объект, тем интереснее с ним работать, понимаете? Сразу возникает масса, цепочка технических советов, на которые наши эксперты рассуждают, приводят расчеты, убеждают. Ведь вопрос не только, чтобы все это было надежно и конструктивно служило долго, но еще и с эксплуатационной точки зрения, когда объект будет реализован, чтобы он долго-долго эксплуатировался и приносил людям пользу, а не то, что мы через 2 года начинаем чинить условно стеклянную крышу. К сожалению, наши климатические параметры говорят, что у нас и дождь бывает, кстати, и снег бывает, Светлана. И в этом году он тоже точно будет, да. Надеюсь. Поэтому, как вы говорите, откуда мы берем вот это вот? Люди, эксперты, вы понимаете, я тоже так как-то относился, но люди и люди. Да, проектировщики. Это все мир цифр, Да, четких ничего схем, подобного. стандартов. Это очень тонкие люди, это очень нестандартного мышления, часто применяют свое нестандартное мышление в разрешении той или иной коллизии, которая может возникать у проектировщика с архитектором при возведении, вернее, при проектировании этого здания. И очень часто нас проектировщики просят провести технический совет, в какую сторону двинуться по тому или иному вопросу. Вот чем чаще нас привлекают к этой работе, тем вот все мои коллеги, эксперты, они говорят: Рафаэль, для нас это очень интересно, ведь не только в цифрах, в деньгах, в погоде и тепле кабинета жизнь, а вот в творчестве эксперты — это такие люди творческие. Поэтому силы, они вот знаете как, только начинаешь работать, чем интереснее проект, тем ждешь завтрашний день, новое решение, и находишь это новое решение, радуешься вместе с проектировщиками, подрядчиками. Буду ли я права, если скажу, что в принципе для госэкспертизы Республики Татарстан это такой некий золотой век? То есть вот в сегодняшнее время те масштабные стройки, благодаря и Марату Хуснуллину, благодаря выходцам из Татарстана на федеральном уровне, благодаря крупнейшим событиям, тут БРИКС на следующий год, игры будущего. Это же все, мы через все это проходим, мы все эти видим исторические этапы. И вот такое ощущение, что это золотой век, что творит вот как раз сегодня гораздо
проще, сложнее, да, по количеству объектов. Требуется гораздо больше, наверное, ресурсов для того, чтобы все это воплотить. Но можете сказать, что это золотой век, еще 35 лет назад там вот такого не было? Ну, Светлана, конечно, не было 35 лет назад. Вообще республика, и всегда на нее ставили, всегда говорили, что это такая драйвер экономики России, потенциал республики. Конечно, республика всегда славилась хорошими проектами. И не зря оказался в республике КАМАЗ, и не зря оказался Нижнекамск нефтехим. Всегда потенциал был. Всегда потенциал был, Светлана, да. И последнее время, там, последние 15 лет, это точно золотой век, это объекты, значит, республика имеет потенциал. Ведь чтобы привлечь деньги не только республиканские, но и из федерального центра, нужно изначально подготовить площадку, подготовить проектную документацию, иметь экспертизу, иметь свою долю софинансирования, и только после этого уже разговаривать с федералами. И второй момент – это то, что все, что берет на себя республика, руководство республики, ни одного объекта не было сорвано, все еще всегда строится, проектируется, финансируется с опережением. Теперь еще с опережением уже, да, у нас это уже стандарты теперь, новые, да, опережения, новый стандарт. Но тоже, на самом деле, Рафаэль Мамеджанович, очень легко звучит выражение «экспертное заключение», да, но я только предполагаю, что за ним стоит. Вот сколько в среднем занимает времени его выполнения. И я только могу предположить, вот, а вы можете оценить вот этот тот уровень ответственности, который на вас, на ваш коллектив ложится при выдаче вот этого экспертного заключения? Уровень ответственности определен законодательством. Ну, вот начнем с этого, да? А вот внутреннее, понимаете, еще раз, каждый эксперт дорожит своей подписью, дорожит своим мнением, он требует, и это так, чтобы относились с уважением к его мнению. И то, что он прописывает и подписывает, это очень дорого стоит. Что я этим хочу подчеркнуть, Светлана? Этим я хочу подчеркнуть, что вот когда делается заключение, а мы их там... Ну, 30 месяцев, 227. 30 месяцев, да. Вот. В день иногда бывает по 2, по 3 заключения. Все заключения проходят защиту, ведущий, значит, главный эксперт вместе с экспертом. Как диссертация. Да, это как дипломная работа. Они выходят и докладывают, почему здесь такие решения приняты, почему этот объект вот здесь принес удорожание, а вот здесь мы посмотрели, мы здесь удешевили, поэтому... Вот, и, знаете, исходя из этого, Светлана, вот, ну... Как бы вам сказать правильнее? Правильнее, наверное, будет сказать трудолюбие. И вот экспертом может стать не каждый, наверное, может стать очень многие, но работать бесконечно экспертом очень и очень трудно. Поэтому это где-то еще какой-то как судебный вердикт, вы понимаете, как приговор объекту в этой нет, ситуации, нет, я не зря вам сказал как врач. Вот смотрите, мы с вами, наверное, к искусственному интеллекту придем. Я не зря сравниваю с врачами. Мы пришли к врачу. Все очень просто. Зашифруем в аппарат УЗИ. Если камень вот такого размера, значит, лечить вот там. Если камней нет, значит, то. Все автоматически может выдать аппарат УЗИ. Чем лечить этого пациента? Нет? Нет, конечно, нет. Конечно, нет. Человек должен определить, да, видит, машину увидела, компьютерные томографы у нас есть, все. Так вот, эксперт тоже, интеллект искусственный, проектирует сегодня, никаких проблем. Сегодня программы позволяют любое здание запроектировать, перевести в цифровую модель. Но окончательное решение примет доктор, эксперт. Рафаэль Мамеджанович, тогда в этой ситуации я понимаю, что ваши кадры, это действительно штучный товар. То есть в стране кадровый голод по всем сферам, мы ощущаем, лет через 16, говорят эксперты, выкарабкаемся только. Я представляю, какой уровень экспертов должен быть, какой профессиональный состав в госэкспертизе, где находите, как готовите кадры, ведь цена ошибки действительно очень, очень высока. Ну, конечно, кадры, как и все, мы тоже сегодня испытываем. Мы где-то специалистов привлекаем со стороны, то есть есть эксперты, которые находятся в свободном плавании, и мы их привлекаем на договорной основе, на какой-то объект, они рассматривают определенные разделы и дают по ним заключение. Он сертифицированный эксперт, у него есть сертификат, и он имеет право работать на территории
Российской Федерации из любой точки. Так вот, для того, чтобы, как говорил Огурцов, Баба-Ягу воспитаем в своем коллективе, мы тоже из своих рядовых сотрудников растим и обучаем, и проходят они обучение. Они обязаны 5 лет у нас проработать, после этого заявиться на первичную аттестацию. Эту аттестацию проходят в Москве. Уверяю вас, там тяжелейшие экзамены. Единицам удается с первого раза получить аттестат эксперта. Так вот, воспитываем у себя, обучаем. У нас есть учебный центр, мы его сейчас, кстати, он тоже проходит серьезную трансформацию, мы его переводим в центр компетенций, где мы будем готовить профессии не только экспертов, но и затачивать людей на конструкторов, на проектировщиков, сметчиков там будем обучать. Естественно, там же будем готовить наших экспертов. Очень серьезное отношение к кадровому вопросу, да. Очень. Мы сегодня еще с вами не проговорили, Рафар Музанович, госэкспертиза, понятно, что является неким драйвером, в том числе строительной отрасли, да, но ведь вы отвечаете не только за безопасность объектов, но и достоверность их сметной стоимости. Вот насколько, по моей информации, в прошлом году экономический эффект от снижения первоначально заявленной стоимости строительства на стадии экспертизы составил там почти 5%, да, что позволит сэкономить больше 21 миллиарда рублей. Как вот за 5 лет изменилась эта система? То есть сегодня проще управлять финансовыми, регулировать, снижать сметную стоимость? Нет, Светлана, сложнее? не проще, сложнее. Эксперту, сметчику очень сложно работать. Еще раз повторяю, вот в нашей базе, республиканской базе, 44 тысячи строительных ресурсов. И применить один ресурс, который стоит, условно, 3 рубля, а через запятую этот же ресурс, через запятую или через дефис этот же ресурс может стоить 3,5 рубля. И вопрос, значит, проектировщика поставить правильный ресурс, вопрос эксперта-сметчика дать и сказать, что это либо обоснованно, либо необоснованно примененный ресурс. И в целом вывести строительство объекта столько, сколько оно стоит на сегодняшний день на рынке. При этом для государственных нужд, условно, вы хотите кафель постелить в школе по 8 тысяч за квадратный метр. Не вопрос, если это школа частная. Но если это школа государственная, эксперт не пропустит дороже 1500. Потому что это строительная цена, потому что бюджет заказал эту школу, бюджет, а при бюджетном финансировании у нас все достаточно определено. Как не хватает госэкспертизы, когда делаешь дома ремонт, все время бюджет 2-3 раза. Вот именно. И самое главное, когда вы ремонтируете кухню, у вас 2 вопроса, у нас тоже. Сколько стоит? А второй у вас вопрос. Почему так дорого? Да. Очень необходимо. А с какими вот ошибками чаще всего в сметах? Понятно, что с завышением. Сметы, неправильное применение ресурса, неправильное применение расценки и, значит, неправильное применение некоторых индексов. Вот это типовые ошибки. Хотя, Светлана, еще раз повторюсь, это все можно переложить. И сегодня цифровизация позволяет перевести все в цифру. Проект в цифре, объемы в цифре, они перекачивают смету, и в смете все должно совпадать, и на выходе мы должны получать объективную стоимость. Казалось бы, все просто. Это примерно то же самое, как с УЗИ. Зашли, сделали УЗИ, вам сразу выкатили, какие лекарства применять. И более того, там даже рекомендуют, в какой аптеке взять и по какой цене. Но так не происходит. Поэтому вот специалист-сметчик, вы знаете, я их тоже всегда поддерживаю, наших экспертов-сметчиков. Вот есть объект, он стоит 1,5 миллиарда. Там 25 экспертов по технической части. А по сметной стоимости только 2 специалиста. Я говорю, вы, дорогие мои, 1 на 1 с этой махиной остаетесь, и вы должны сказать, что этот объект стоит столько. И попробуйте обосновать снижение в 2 раза. Да. Попробуй найти смелости. Вы сейчас говорили как раз о том, что все делает цифра, то есть действительно очень технологичное ведомство в том числе, да, то есть сегодня у вас цифра в помощь, все технологии. Вопрос вот такой, а может ли в случае все-таки искусственный интеллект в перспективе заменить
Или в чем вы лучше и круче? Светлана, нет. Искусственный интеллект, ну, к сожалению, в написании заключения пока, ну, в обозримом будущем мы не видим. Да, мы все перевели в цифру. Проектируем в цифре, в 3D модели. Можем заглянуть за любую стенку, можем пройти сквозь любую стенку, увидеть на том конце, какого цвета унитаз, куда он подключен, какая у него проводка. Но определить окончательно его Прежде стоимость. всего, врач-эксперт, Совершенно да, в верно. этой ситуации. Совершенно Рафаэль верно. Мужанович, и в завершении программы ваши поздравления коллективу. Все-таки 35 лет, дата очень серьезная. Уважаемые мои коллеги, все, кто до этого работал, наши ветераны, от всего сердца, лично от себя и от руководства государственной экспертизы Республики Татарстан, желаю вам самого доброго в семьях, в ваших делах, начинаниях, нашим ветеранам здоровья и бодрости. Мы вас всегда ждем. Мы для вас всегда открыты. Мы также желаем вам успеха вашему ведомству. Впереди громадные, грандиозные строительные проекты. Пусть все получится, пусть все воплотится, пусть все это войдет в историю Татарстана. Благодарю, Спасибо. что были с нами. Всего доброго, до свидания. Спасибо, Светлана.